13 сентября. Всем привет. На улице пасмурно, прохладно, скажу вам, даже пар идет, когда выдыхаешь. Ветерок такой южный. Так, ну что, ребят, я хочу показать свою моторку Suzuki 6. Так-то все уже знают, кто смотрит мои фильмы. Сейчас был поход на вторую избу. Вы смотрели этот фильм. И смотрите, в каком состоянии после таких походов винт становится. Такие удары он получает, этот мотор, что от винты гнутся. И уже когда мы уже доезжали до села, недалеко от села, был такой серьезный удар, что вот, думаю, вот это лопасти вот погнулись. И когда вот так гнется винт, начинается вибрация. Мотор вибрирует, когда едет. Сейчас немножко подправлю вот это. И сегодня очередной раз ездим на этой моторке на рыбалку. Хотим попробовать, потому что уже прохладно становится, осенние дни, и хотим попробовать порыбачить на окуня. Все как будет, поснимаю. Так что приятного просмотра. А сейчас я разберусь с этими лопастями, подправлю и в путь. Винты мягкие, хрупкие они. Не знаю, из какого материала. Вот. Ну вот и все. Как новое стало. Надеюсь, вибраций больше не будет. Так, вал без люфта, нигде ничего не течет пока. Ну, этот винт, конечно, только по мелкой воде ездить. Износ большой, но новый сегодня еще ставить не стану. Хотя уже запас надо уже возить. Так, ну что тут? Прошлый поход все сырое было. Наверное, эту коробку я не стану брать. Брать не стану, потому что сегодня недалеко поедем. Вверх по течению. Только возьму топливо. Не знаю, сколько тут литров. Наш буран. Все лето не заводил. Так. Ничего себе.
Все работает. Тулан начал с ума сходить. Услышал звук бурана. Частенько мы с ним на зимние походы вместе ездим. Ну все, к зиме уже готовимся. Ну и на Тулан. Чего там лаешь? Мои зрители, конечно же, дают мне совет, чтобы я сделал отверстие, как бы, чтобы воздух поступал. Но когда у меня моторка работает, я ослабляю вот эту крышку, во-первых, ослабляю, и во-вторых, вон там еще отверстие. Вполне достаточно. Воздух поступает. И когда у меня моторка плохо работает, карбюратор, что-то с карбюратором, некоторые думают, что виной всему, что не поступает воздух. Так, ну тут у нас получается литров 4 даже есть. И, наверное, не буду заправлять, вполне хватит и этого. Заречье целый автопарк. Много машин, много вездеходов самодельных, каракаты, чего только какие техников не увидишь там. Да и на этом берегу также. Все на рыбалку, на охоту уже собираются. Моторка греется. По инструкции минут 5 так холостую надо, чтобы поработала перед поездкой. Подсушишь. Контрольная воду берет. Все нормально. На реке ветрено. Заметно ветрено. Волны такие. Ну и тучи накапливаются, вон с южной стороны тучи идут. Где-то в 3 часа вечера уже дожди начнутся. Ну, нам вполне достаточно сейчас, где-то 9 часов. Если до 3 рыбачим, то уже нам хватит. Надеюсь, помните, когда я снимал полноводье, вот эти дома все были в воде. Все были затоплены. А сейчас такой крутой берег. Парник весь в воде. Села тут, все затопило. Да, где-то примерно 50 домов-то наберется, думаю. Конкретно вот эти дома вообще почти до окна. Не знаю, что-то успели, нет, спасти там. Знаете, какой напор тут. Не знаю, выдержит, нет, эта постройка.
похоже на ерша. Мне надо вообще пустой крючок уже. Ну вот первый окунь. Первый окунь попался. Никита дернул. Ну вот, причалили. Где-то рыбачим уже часа 2, наверное. Может, чуть больше. И за это время, вот смотрите, какой улов. Один окунь. И я еще поймал вот такой ерша. Это для мультяшин. Ну, не хочет рыба брать, что поделаешь. Начался дождь, я практически не снимал. И поклевок таких не было, чтобы снимать. Вон дождь такой мелкий идет. Решили мы здесь такой бор с новый. Пока рыба не клюет, мы сходим в тайгу, глянем, есть ли грибы. Кайлан. Вон следы собаки. От села недалеко, от Алексеевки. Грибников, рыбаков здесь очень много. И... но все равно надо попробовать. Опа! Здесь также дорога вся ушла в речку. Только вот тропинка для мотоциклистов. Вот. Позапрошлом году я еще на УАЗике тут ездил. А в этом году уже все. Вот. Вот дорога здесь проходила. Вот в этом участке. После покраски, после ремонта вода в лодку не заходит. Все герметично стало пока. Вот. Ну, грибной дождь идет спокойно так. Но на реке ветрено. Похоже на маслят. Ну да, маслята. Вон. Вот и бор начинается. Ягель. Только вижу поганки и, ну, и маслята еще. Хорошо, комаров нету, мошкары, ничего нету сейчас. Потому что, вон, смотрите, в бушлате ходим, прохладно на улице. Так. Проверяли тоже. Видать, недавно здесь грибники ходили. Вон, проверяли, и новый гриб еще он вышел. Вон. Тоже уже белый грибник-то. Но он этот вообще, он кто-то проверял тут, и после них еще один вышел. Но с червями такое не берем. Для засолки вон эти грибы. Вон еще один никогда. Может, где-то рядом еще мелочь какой-нибудь найдешь. Глянь.
Тоже проверяли, видишь. Но все-таки выход-то, оказывается, был еще. Да, пока не удается нам рыбачить, не клюет, ни хрена не клюет действительно. Лучше побродим по тайге, просто отдохнем от всей суеты. В лесу спокойно. Лес только гудит и все. Вчера, когда с города ехал, одного рябчика видел там, перелетел дорогу. И по пути еще в сторону города, когда ехали, видели одну белку. Немного в этом году птицы. Вряд ли какая-то охота будет такая удачная. Такой прогноз предварительный у меня. Потому что я общаюсь с охотниками, и так все говорят из наших, мало в этом году птицы. Но вот уже в прошлом году я сразу с первых дней говорил, что вон, белый тоже. С первых дней говорил, что птица будет, рябчики, много было рябчиков. Ну, смотрите, мясистый такой. О. Если не брезгливый человек, взял, сварил, съел. Как мне писали, столько мяса, говорит, выкидываешь. Ты смотри, у Никиты 2 гриба, оказывается, уже. Вот так. Еще где-то таких 5 штук наберем, Никита, и сразу моторку заведем и обратно поедем. Будет у нас грибной суп. Даже пакета нету. Ни ведра, ни пакета, ничего, без посуды. Я не ожидал, что какой-нибудь, да, гриб найдем. Запах такой. Осенний гриб. Вкусный. Когда ты поймаешь хариуса, как говорят, запах свежих огурцов. А вот грибы также вот очень вкусно. Здесь маховик и красноголовик подберезовик он считается. Вот так. Так что за речи можно сходить тоже, где вот мы собирали. Большой выход грибов где был. Просто побродить. Вот, смотри. Ножки какие огромные, толстые. Люди, видать, тоже тут ходили раньше. И по таким ножкам уже ты примечаешь, что выход грибов был, собирали люди. Бывает вообще ни одного не увидишь. Там красная шапка. Надо глянуть, что за гриб там. Издалека я увидел друга. Неужели красноголовик? Да, это красноголовик. Вот он. О, чистый. Здесь дырочки есть, но так, вон он, чистейший. Вообще класс. Давайте к барауджи чуры. Крупный. Давай еще 2 штуки найдем.
А вон, под елкой, под сосной. Давай проверь. И на суп уже набирается. Вон он. Пирада, видят ли? Ой, это плохой. Плохой, наверное, это. Он уже почернел. Почернел уже. А? Куди? Та не пожем пучкас. Пожем пучкас. Уже гоптейна. Большой красный. Но он почернел уже. А? Митя. Тоже хороший. Я и не проверил, прошел. Но кияткот мне уже не лезет в руки. Вот это да. Находка. Вон еще один. Хо-хо. Вообще. Там прошли вот мимо. А здесь вон я вижу. Нормально. Надо было хоть пакет какой-то взять. Вон. Этот вообще красавчик. Смотри. Ели. Очень красивый. Так. Вот видите, сейчас уже минимум грибов. Выход маленький, не такой большой. Я уже не так сильно придираюсь, как в те сборы, когда вот очень много было грибов. Сейчас уже вот эти куски я буду брать. Это здесь я вычищу, и там уже хороший. Вот. Кукчуре, летик. Никита еще один гриб нашел. На суп уже, Никита, мы набрали. Не зря мы сюда зашли. Вот так. Вот 2 раза больше получается. 2 таких. Вон топоганка даже. Поганки. Красноголовики. Если куда-нибудь на место сходить, может там еще и для соления грибы можно найти. Потому что сильных заморозков пока не было. Сегодня ночью вот так прохладно было. Да и сейчас также на это время уже должны быть заморозки. А пока их нету. Тоже на поганке. Непонятно, что за грибы вон. Чисто поганки, наверное, такие. Опасно пробовать такие. Не берем. Много грибов ядовитых. Рисковать я никогда не рискую. Если сомневаюсь, ни разу никогда не беру. Вот так. Все. Будем разворачиваться. Иди сюда. Вон маховики. У меня руки заняты. Давай, набирай. 3 штуки я вижу. Или может гнилые, фиг знает. Что-то тут проверяли, как я вижу уже. Ну да. Вот эти я видли. Вон эти 2 попробуй. Ну, здесь тоже вот маховики выходили. Вообще гнилые, оказывается. Не только с червями, но и уже гнилые.
Ну да. Вон Никита. Этот хороший должен быть. Ну-ка пробуй. Вон. Спрятался. Еле заметил. Митя, ну-ка напополам. Да. А с виду-то хороший. Вышли на дорогу. Вышли на дорогу обратно. Пойдем к лодке. Погода портится. Ладно. Этот дождь не перестанет. Вот такой вид отсюда. Место хорошее. Кучу раз мне писали, что живу в глубинке и рыбы нету. Ну вот за 3 часа 2,5 где-то вот мы рыбачили, одного окушка поймали. Так, Никита, лох вошт мейка сумкаса. Давай загрузим. Сейчас уже вошт, замок вошт. Ценный пакет, зеленый пакет ощущаем. Зеленый пакет, где у нас еда на тот пакеты. Ну-ка. Перил, щется перил. О. Это en перил, сетче еще я лам. Да. О, блин, решили перекусить. Вон, смотрите, кашу вчера в городе прикупил. Йошкар-Олинские. В прошлом году на охоту тоже брал. Также хочу похвастаться новым термосом. Вот литровый. У меня старый термос, блин, все, крышка. Вторая крышка уже. Что случилось. Ну и также хлеб. И здесь 3 в одном самодельно сделали кофе. И даже 2 в одном получается. Сахар и кофе растворимый. Вот. Каша рисовая. По-таежному будем обедать на природе. Что-то цвет такой интересный. Как будто от темного цвета. Я думал, думал, это гречка. А так с мясом. Вон сразу видно, что мясо есть. И рисовая каша. Ну, попробуем. Оценишь, Никита. Так, ну глянем. Не подогрели, но ничего страшного. На вкус очень вкусный. Вот напоминает сухпай, где я на 105-м, когда я служил. Сухпай вот открывали. Вот такая же каша. Рисовая, там перловая была. Да. Вкусно, никогда. Хлеб сыктывкарский вот такой брали. Сыктывкарский хлеб, ну, с отрубями. Такой интересный. Здоровый хлеб, так скажем. Угу. Ну все, мы обедаем. И, наверное, по пути еще порыбачим. Не знаю, снимать буду, не буду, но сразу скажу, что рыбалка сегодня не очень так, как и всегда. Я это ожидал без клёвья.
Потому что здесь река вообще не отдыхает. Круглый год здесь долбят, рыбачат, кто как умеет, кто как чем может рыбачит. Донками, сетями, на удочку. Что зимой, что летом. Вот поэтому, может, и рыбы стало меньше также. Не знаю, что думать. Но сравнивать меня с другими рыбаками, думаю, не надо. Была бы рыба, я бы тоже показал хорошую рыбалку. Вот такая этикетка. Кто не пробовал, даже думаю, рекомендую. Йошкар-Олинская. Мясокомбинат. Также у них я беру сейчас тушенку. Люкс. Свинина. Тоже вроде неплохой консервы. А в Светофоре, что я раньше брал, уже еще перестал туда за консервами заезжать. Что-то последняя партия вообще нехорошая была. А здесь вон мясо есть. Не знаю, что за мясо, но да и вообще каша вкусная. Брал в оптовых складах на Чкалова в Сыктывкаре. 70 с лишним, наверное. Ну, 75, может, или еще. Где-то вот такая цена. Конечно, если в магазинах, уже, наверное, за 90 рублей будет. Тоже не перестает. Все время идет и идет. Сырые уже становимся. А термос взял вот с такой крышкой. Кнопочная вот заколебала, ломается. И чтобы новую купить, там в Сыктывкаре я не видел, что продавали. И с Алиэкспресса там покупал, тоже давно попалось. Ну, как и говорил, кофе 2 в 1. Быстро растворяемые. Все. Сейчас хлебом еще бахнем. И погода усиливается. Штормит капитально. Ну вот и все, приехали. Рыбалка ни о чем закончилась. Очередной раз. По пути еще мы вот на такую блесну троллингом плыли. Ни одной поклевки. Погода штормит, как мы видим. Дождь идет. И вот с таким уловом мы возвращаемся. Сегодня будет у нас уха из грибов. А рыба это пойдет для мультяши, нашего котика. Вот такие дела. Все, короче, заканчиваем. Всем пока и до новых встреч. Ула не снимай. Термос это все, да это действительно. Также хочу похвастаться новым термосом. Также хочу похвастаться. Кусадле. No tenät bokkaveš jäleda. Ještě vidět, jak Vešky dáme ke krvo. Uložik lež.